Сейчас очень много тренингов, семинаров, мастер-классов, на которых нас учат мотивировать себя. Со страниц книг, журналов, в социальных сетях нам постоянно твердят: «Встань и иди, возьми и сделай, мечтай и действуй». И вот мы бесконечно ходим на семинары, читаем книги и бесконечно вдохновляемся. Но при этом иногда мы сами не знаем, как же мотивировать наших детей. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. С вами передача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова. Давайте начнем. Я сама мама, у меня 2 детей, и сегодня, пользуясь своим служебным положением, я буду задавать много личных вопросов, которые меня интересуют. И говоря сегодня на такую тему, будет логично пригласить первым гостем психолога, что я сейчас и сделаю. Я приглашаю в студию Татьяну Сабарайкину. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте пройдем за нашу стойку. И первый вопрос, который мне хочется у вас спросить, вот я с него и начала. Почему сейчас так популярны вот такие мотивационные мероприятия? Ну, вначале я хочу поздороваться со зрителями. Очень приятно. Сегодня доброе прямо утро, и начинается именно с такой темы мотивационной. Ну, наверное, на мой взгляд, большую роль, конечно, играют социальные сети. И вообще наш социум очень сильно изменился. Для нас сейчас на первый план стали быть успешными, быть уверенными и делать какие-то дела, совершать. И, конечно, тема денег, тема зарабатывания денег, там без этой успешности, ну, никак абсолютно. Поэтому, наверное, это веление времени, ну и, как говорится, наша жизнь, окружение, в котором мы живем, и какие там есть установки, и какие там есть некое видение того, что такое успешный человек, каким он должен быть. Это некая такая, ну, как бы образ такой уже создан, и мы все к этому и стремимся. Да, вот это вот вам, и вот сразу хочется спросить, вот мы ищем мотивацию извне, Говорит ли это о том, что нас недомотивировали уже в детстве? Но, скорее всего, я с этим не соглашусь, недомотивировали, это, скорее всего, в каждом есть сидит, для маленького человечка, это сидит, в первую очередь, это желание. Желание – это как некая фантазия. Я хочу быть таким. И каждый ребенок, и каждый вот зритель, который нас смотрит, вспомните, если детство, он был таким, он видел великие картины. Она, например, балерина, она фигуристка, или он, например, космонавт и так далее. Это некая вот мечта, к которой можно было бы стремиться. И не ребенок, например, когда мы маленькие, мы в это прямо верим, что это действительно будет. И потом, по стечении времени, наверное, те люди, которые нас воспитывают, окружают, они начинают, конечно, нас любя, не специально, неосознанно, начинают немножко нас приземлять. То есть, для того, чтобы быть мотивированным, немножко планки делать чуть-чуть выше, чуть-чуть даже какие-то некая фантазия, что это нереально, даже нереально какие-то вещи, если говорить, потом они действительно становятся реальными. И они действительно входят в нашу жизнь. И задача нас, родителей, это просто, ну, как говорится, ребенка не сильно приземлять, при этом учитывая его особенности, и при этом смотреть еще на себя. Мы же родители, а ребенок, он смотрит всегда на нас. И если я буду говорить: делай так-то, и при этом сама это делать не буду выступать, не буду говорить про свои желания, не буду защищать себя, соответственно, ребенку буду говорить: защищай себя, ты должен быть таким-то и так далее. Ребенок таким абсолютно не станет. Такие двойные стандарты получаются, да? Потому что слышит-то он одно, а дети, как говорится, они делают то, что видят. И на это очень классно есть даже в тренингах, например, я это использую, эту фишку, например, показываю: сделайте так, как я, и показываю, например, вот так, я говорю: покажите указательный палец. И смотрю, группа, все делают, конечно, так, как я, а не то, что слышат. Это вот очень показательный пример. Поэтому родителям очень важно, если мы хотим, чтобы наши дети были мотивированы, самое главное, чтобы мы сами были мотивированы и этим показывали пример. Возможно, не сильно говоря детям. И сейчас, например, в тренинге, у меня есть тренинг «Встреча с внутренним ребенком», мы сплошь работаем с этими мощными установками, директивами родительскими, как вред, нанесенные
совершенно раннем возрасте, начиная прямо с момента рождения, и мы там обсуждаем до где-то вот начальной школы. И то, что ребенок тогда получил, и для себя он понял какое-то убеждение, потом с этим убеждением он начинает жить. Вот убеждения, да? Вот вы работаете уже со взрослыми людьми. Да. Какие именно убеждения, какие слова родители, вот дети больше всего вот говорят? Вот именно вот мне мама сказала так, и после этого у меня все. Стоп-слова какие есть? Вообще нельзя говорить детям. Тогда мы часто употребляем слово «надо» и «должно быть так». Должно быть. Да. Ты обязан, ты должен. Есть определенный возраст в детском возрасте, когда это, стоит начать уже говорить такие слова. Если берем формирование личности по психологии, например, да, там именно возраст подпадает под такие понятия, как легко усваивается, от 6 до 11 лет. А мы ребенка начинаем это вбивать, долженствование. Должен он быть каким-то, должен быть успешным, должен быть все делать на отлично, он должен быть отличником, он должен все быстро усвоить. Это начинаем прямо чуть ли с 2, даже может для кого-то с раннего вообще возраста, когда ребенок даже и не говорит, а родитель требует, например, ты должен это уметь, ты должен это знать, да, это не долженство, там мы просто как навык учим ребенка что-то делать, опять же, на своем примере. Вместе моем посуду, вместе убираемся, вместе там играемся и так далее. Для ребенка это же познавательно, для маленького ребенка, а не должен он быть каким-то правильным. Да? Или ты должен быть как вон тот наш там, как твой одноклассник, да? Или же как соседский мальчик уже в 3 года читает, а мы не знаем, и мы начинаем от ребенка требовать. А ребенок может быть очень хороший спортсмен, например, или какая-то творческая такая личность, да, или может быть он хорошо прямо говорит, да, рассказывает какие-то вещи, при этом увлеченно так. И получается, что мы сами же, не хотя, то есть ориентируясь на какие-то примеры, извне мы начинаем к этому примеру подводить своего ребенка. А очень важно, чтобы смотреть, какой мы ребенок. А в ребенке это заложено и наши части, меня, моих родителей. Да? У нас есть какие-то таланты, какие-то способности, мы какие-то характеры у нас одинаковые. Да? А мы от него хотим вылепить совершенно, возможно, иного. Да. И мужа тоже смотрим, какой он и какой род у него. Да, и тогда, то есть, получается, что ребенка нельзя сравнивать с другими, но можно сравнивать с самим собой, возможно, да? Возможно, да. И для этого и рассказывать. Да. Сегодня научился, посмотри, какой ты молодец. Можно так, да, можно дать просто желательно, что самое важное в родителях, да, я сейчас, это тоже, у меня есть свой сын, тоже на примере своего воспитания, какие ошибки я допустила, сейчас вижу, да, больше всего это доверять ребенку. Это очень важно. Мы, родители, любя, не доверяем ребенку и прямо ограничиваем его. То есть у нас есть некое видение, какое у него будущее должно быть, и мы его прямо туда подводим, ведем и так далее. Наша задача как родители очень сильно доверять своему ребенку, его способностям, его возможностям и просто быть для него очень хорошим, как наставником, так скажем, да, а не прямо сверху быть. И поэтому и сейчас очень много программ по раннему сопровождению родителей прямо учат, начиная с детского садика, как общаться с ребенком, как это правильно делать. И там на примере, когда ты есть третий человек, ты начинаешь прямо замечать, какие ошибки, какие слова ты неправильно говоришь для своего ребенка. Да, это же твои страхи, родительские твои страхи, возможно. А за этими страхами всегда стоит личный какой-то пример, неудачный пример. Или сильно от тебя требовали, ты в детстве не знал другого вариантов, да, что ты должна быть какой-то, всегда должна быть отличницей, всегда должна быть аккуратной и так далее. И это становится как неким уже для человека стимулом для развития, помогло очень сильно. А для твоего ребенка это, возможно, не ляжет. Мы все разные. Да, мы же разные. А ему, возможно, просто слова поддержки. Ты молодец. А вот как раз вот продолжим, да? Сейчас же очень много кружков. Да. Сейчас буквально с 2 лет детей таскают по кружкам. Ребенок, мой пример, например, да, она ходит и на спорт, и на творческие, да, вот такие. И вообще надо ли это детям на самом деле?
Нужно ли их так вот с детства уже прямо, вот у тебя должен быть такой тайм-менеджмент, планирование, чтобы все успеть впихнуть в твой день? Ну, вот ты сама же ответила, да, что тут должно быть. Да. Он должен быть, успеть в тайм-менеджменте, потому что, возможно, это, ну, просто наша проблема, как бы сейчас, что у меня с тайм-менеджментом не так хорошо обстоит, и я своему ребенку хочу, чтобы он это все успевал. А так, есть разные дети, есть дети, действительно, которые очень активные, им надо это такие вещи подавать прямо. Они это требуют. А есть дети, которые не хотят. И надо смотреть, поэтому ориентироваться на желание ребенка. Хочет он это или не хочет. Сам этого хочет или нет. А мы, опять же, ориентируемся на других родителей. Те водят туда-сюда, и как будто мой ребенок этим ничем не занимается, и как будто он не успешен. Нет, абсолютно. Дело не в этом. Мы же выросли в разных... Сами, например, я сама выросла в маленькой деревне, и там никаких кружков, там ничего не было, да, в школе только были. Но я не считаю, что я не стала успешной из-за этого, да? Я иногда думаю, что вот если я не буду водить ребенка на такие дополнительные занятия, когда он вырастет, он будет уступать в чем-то. Он не будет уметь петь, говорить на английском, кататься на коньках, там не будет грациозным, красивым, например. Это уже надо работать с родителями именно, с его комплексами. Конечно, да, в первую очередь. Но если... Самое главное, смотри, мотивация это что? Это некое желание, что стимул, что человек сам хочет туда пойти. Наступит обязательно такой возраст, когда ребенок, да, поймет, что мне это надо. Но это обычно приходит очень поздно, когда они понимают, что им это надо. Но при этом, если здесь понадобилось 10 лет, он это может, если ему это пришло когда-то в каком-то энном возрасте, я хочу это усвоить, например, играть на фортепиано, он на этом научится играть за 3 месяца. Ну, например. Когда есть уже свое внутреннее Конечно. Когда есть внутреннее желание, он это и сделает. А еще есть такие вещи, когда у ребенка есть огромное желание чем-то заняться, а родители говорят, нет, у тебя таланта нету. Да. У тебя прямо этого абсолютно нету. Например, ребенок хочет, например, петь или танцевать, а у него действительно таланта нету, но как бы не заложенный, да? И он это огромное желание. И при этом специалисты, например, когда отбор делают, если скажут ребенку, у тебя таланта нету. Или мама скажет, или папа, какой-то медведь наступил на ухо. Все, желание. А если у него было в то время желание, и в это время успеть прямо это дать, он это усвоит, и он это удовлетворение свое получит, что да, я это умею делать. И потом ему не стыдно будет выступать или что-то делать. Да. И вот сейчас у нас вот, буквально вот заканчивается наша беседа, да? Совет родителям. Но я очень хочу, чтобы родители доверяли своим детям. Да? Любить это одно, а доверять это стоит от нас, от родителей большого труда. Поэтому доверяйте вашему ребенку. Татьяна Васильевна, большое вам спасибо за беседу. Вот я лично для себя, да, открыла такие интересные моменты. Думаю, как и наши телезрители. Большое вам спасибо. А далее будет интересный сюжет. На нашей планете существует немало удивительных мест, которые по-настоящему завораживают. О некоторых из них мы вам с радостью расскажем. Слышали ли вы когда-нибудь о шоколадных холмах? Да-да, вы не ослышались. Они находятся на Филиппинах, на острове Бохол. Название обусловлено тем, что в определенный сезон покрывающая холмы трава меняет свой цвет с зеленого на темно-коричневый. Всего шоколадных холмов насчитывается приблизительно 1500. Их высота различна, а общая площадь, занимаемая ими, составляет более 50 квадратных километров. Такие огромные размеры являются залогом их величественного и великолепного внешнего вида. Шоколадные холмы на Филиппинах были претендентами на место в списке чудес света. А далее не менее удивительное место. И это розовое озеро Хильер, расположенное в Австралии на острове Мидл. Это уникальное природное явление. Вы только посмотрите на прекрасные нежно-розовые оттенки воды на фоне золотистого песка и зеленеющих эвкалиптов.
которые создают просто фантастические ландшафты. Мелководный водоем имеет естественное происхождение. Такой цвет не результат сброса химикатов, а еще одно чудо света. Теперь предлагаю отправиться в Китай и взглянуть на красный пляж Паньцзинь. Каждый год осенью пляж, расположенный в заповеднике на реке Ляохэ, окрашивается в красный цвет, чем привлекает к себе не только китайских жителей, но и огромное количество туристов со всего мира. Название пляжа в полной мере отображает его особенность. Дело в том, что берег реки Ляохэ усеян морскими необычными водорослями, и в период их роста, к сентябрю отмирая, они постепенно приобретают ярко-красный цвет. Именно в этот период советуют сюда приезжать, чтобы увидеть живой красный ковер, который простилается на километры. А в Северной Америке существует другой природный феномен, называемый Аризонская волна. Удивительно, но она никак не связана с морями и океанами. Это самая настоящая горная структура из песчаника, сформированная в течение длительного времени. По данным ученых, волна появилась примерно, только представьте, 190 миллионов лет назад и содержит породы времен юрского периода. Изначально в этих местах были обычные дюны, которые со временем образовали слоистые скалы, а под действием естественных природных факторов, таких как ветер или дождь, стали появляться причудливые узоры. И завершает наше с вами маленькое путешествие Фингалова пещера, которая находится у берегов Шотландии. Популярность пещера обрела из-за своего удивительного внешнего вида. Она сформирована из шестиугольных базальтовых колонн, образованных вулканической лавой еще около 66 миллионов лет назад. Пещера имеет уникальную акустику благодаря выгнутому своду. На этом все. Путешествуйте и узнавайте мир. Какие же удивительные места есть на нашей планете. А мы продолжаем нашу тему, и сейчас мы попробуем разобраться в том, как поддержать стремление ребенка к творческой самореализации и как его правильно направить. Мой следующий гость – основатель творческой платформы «Пространство» Алексей Павлов. Алексей, здравствуй. Вот сюда, пожалуйста. Ну, рассказывай, да, вот ты работаешь очень с творческими ребятами, да, и вот они к тебе сами приходят, да, говорят, что вот я хочу стать фотографом, хочу стать видеографом. Как это у вас происходит? Ну, в нашу школу фотографии в основном приходят люди, которые хотят научиться фотографии. Ну, и есть люди, родители, которые приносят своих детей, чтобы они научились этому. А вот я знаю, что вот у тебя другая специальность, да? Но ты фотограф. И как ты понял, что вот творчество тебя привлекает больше, чем классическая специальность? Так, ну это пришло довольно-таки в зрелом возрасте, да? Это когда мне было 25 лет. Я, в принципе, понял о том, что творчество – это хорошо. Но творчество, я же не художник, да? У меня с детства была тяга к технике, к всяким разным электронным штучкам. И фотоаппарат является неким таким электронной игрушкой. Для меня это была такая некая игрушка, я снимал. Вот. И мне начало нравиться именно сам процесс работы. И, конечно, что получалось после. И так я вот втянулся в фотографию и сейчас до сих пор снимаю. Ну, а как твои родители отреагировали? Ну, в то время, когда я начал заниматься фотографией, фотография мне приносила больше денег, нежели чем та работа, в которой я работал. Поэтому родители к этому очень даже нормально отнеслись. Вот. А если вот, например, ребенок говорит, что он хочет, допустим, реализовать свои творческие способности. Как ты думаешь, как нужно родителям мотивировать? Ну, если смотреть на меня и как мои родители меня воспитали, то я
очень обязан своему отцу, потому что он в свое время очень много навыков внес в меня, да. То есть я смотрел, как отец работает, как работать с деревом, как работать с техникой, то есть как аккуратно это все он делает. И за счет этого у меня появились такие навыки, которые заставили развиваться. Вот, как сказала нам Татьяна Васильевна, да, вот психолог, она вот именно родитель своим примером и должен мотивировать своего ребенка, да? Да, сейчас у меня такая... Я вообще сейчас в образовательной части больше склоняюсь к этому, к понятию подмастерья. То есть я не учу детей, а я им показываю на примере себя, как нужно что-то делать. И тогда дети, если они хотят, то они просто как некое подмастерье, да, они учатся и смотрят и учатся. И за счет этого, если возникают какие-то нюансы, которые не понимают, вот тогда уже можно разжевать и сказать, что это вот так вот или вот так вот. Ну да, это прям как это, да, можно просто купить рыбу, или можно же дать удочку и научить его этим вот именно Да, заниматься. ну в этом да? случае я считаю, что мой отец тоже очень хорошо сделал, так как, очень много навыков я получил, да? Вот, поэтому даже к любой технике я просто подхожу руками, что-то делаю легко. Вот, сколько я ломал этих телевизоров у дядь, теть, да? Вот, это все навыки, которые если бы, грубо говоря, не было бы удочки, да, то я бы не научился ловить рыбу. Да? А вот это в свое время все это предоставил, за счет этого у меня появились навыки, которые заставили меня развиваться. А расскажите о своей семье. Ну, что именно? Ну, сколько у тебя детей, да? На данный момент у меня 3 детей. Да. Вот, младшему 2 месяца. Вот, образовательный, только-только вступил в эту должность, можно сказать, отца. И сейчас я вот потихоньку начинаю тоже путь отца, путь наставника, который скоро предстоит это все сделать. Вот. А ты строгий родитель? Да, я бы не сказал, что я строгий, но если уж ребенок что-то не делает, надо уж ты же ответственен за кого ты воспитал, да? И поэтому если человек, если мне не нравится или это как-то перечит каким-то устоям, то, конечно, я ругаю. А вот мне интересно мужское мнение, да? Стоит ли воспитание мальчиков их ругать? Ну, если уж, нужно ему показать, что это конкретный запрет, да, то, что я реагирую на это не так хорошо. Значит, он должен это понимать, я думаю. И строгость — это кнут и пряник. Даже должен обязательно кнут быть 100%. Ну, давай вернемся вот именно к твоей наставнической деятельности. Вот, ты строгий наставник? Нет, я больше как подмастерье, да? Точнее, я показываю, я рассказываю, да? Если надо, человек вникает. Если не надо, то я как его заставлю это делать? Вот. В принципе, есть определенные обязанности, то есть я обучаю, да? Но я не отец, чтобы, скажем, их, без их ведома вносить всякие вот эти навыки. Точнее, грубо говоря, школа же дает определенные навыки, да, которые там хочешь, не хочешь, делай, да. А все-таки творчество, оно должно быть не в таком жестком рамках, да. Оно должно быть от детей тоже идти. Да? Точнее, они хотят, я показываю. Если нужен мячик, вот мячик. Если нужна удочка, вот удочка. А сколько у тебя вообще учеников за эти года было? Или сейчас, как получается? Именно школа пространства, оно в год выпускает порядка около 600 учеников. Ну, из них, конечно, большая половина, 80%, это уже взрослое население, которое меняет свою жизнь и хочет внедриться в творчество. Ну и есть дети, которые хотят туда войти. Но у меня на данный момент нету именно курсов для детей. Да, я к этому иду, но через свой опыт. Да. Сейчас пока опыта нет, поэтому детей не учу. Сейчас я тебе задам провокационный вопрос. Да.
Вот говорят, что лучшие повара — это мужчины. А лучшие фотографы — это кто? Лучшие фотографы. Ну, лучшие фотографы, я считаю, что... Да, и в принципе, есть и очень известные фотографы женщины, и мужчины. Творчество — это же, оно... Если, например, женщина не может что-то поднять, да, то есть рядом техники или мужчина, который сильно поднимет. Я думаю, в этом нету границ или рамок. Для творчества, например, все отлично. Если, скажем, мы говорим о какой-нибудь мастерской, то, конечно, там мужчина рулит, за счет того, что сила и так далее, да, но в области творчества, вот именно фотографий, то там без разницы. А вот когда человек приходит и показывает, например, тебе свои работы, ты можешь сразу понять, что вот это вот талант? Или все-таки этому можно научиться? Ну, есть в фотографии одна главная как бы нюанс, ну, главный нюанс, да, это вот композиция, как человек смотрит мир, да, точнее, по сути, композиция — это же мы видим все, но при этом композиция — это уложить в один кадр именно правильно то, что он хочет снять. Да. Вот это, конечно, как бы можно это увидеть с детства. Видит этот кадр или не видит. Это просто направляет и снимает, либо он все-таки кадрирует и как-то компонует именно в кадре. Вот это можно увидеть. И если ребенок, например, к этому склонен и видно, что он хорошо компонует и играет с детства, то можно сказать, что он одаренный, да? Человек, который легко будет фотографировать и станет востребованным. Но при этом я считаю, что я, например, не одаренный, я пришел к этому чисто навыками. Я снимал. Эти говорили, эти неправильно, а эти люди говорили правильно. Я взвешивал и за счет этого нашел свой стиль. Смотри, вот еще вопрос. Мы все знаем, что творческие люди, они такие, ну, творческие, да, у них нет каких-то таких временных рамок. И как ты считаешь, надо ли творческого человека вгонять в рамки? Ставить сроки там? Ну, да, потому что я разделяю понятие навыки, которые нужны для того, чтобы ты работал, ты зарабатывал деньги, да? Вот, типа, и навыки просто творческие. Для творческого человека, чтобы творить, не надо рамок. Да? А если ты это все отдаешь и продаешь и так далее, то ты уже входишь... Алексей, большое спасибо тебе за беседу. А сейчас будет короткая реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами передача «Город женщин», и сегодня мы говорим о том, как же правильно мотивировать наших детей. И сейчас у меня в студии Алексей Павлов, и я ему хочу задать последний вопрос. Да, вот, как я уже сказала, люди творческие, они немножко, ну, вне времени, да, вне каких-то рамок, и нужно ли от творческих людей, от творческих детей, да, требовать именно вот такие сроки, такие результаты, сделай быстро, вот с ними надо так разговаривать или нет? Как я и сказал, я разделяю на две части. Это отдельно творчество для себя. Там нет рамок, ты можешь просто творить, когда хочешь. А если ты работаешь или есть какое-то понятие бизнеса, да, кому-то какие-то сроки и так далее, вот тогда ты должен работать именно по этим рамкам. Точнее, срок такого-то числа, но четкий срок, да, и так далее. Должны быть для бизнеса, но для творчества оно не должно быть. Ну, то есть, конечно, надо определиться для себя, для чего ему фотографирование или вообще творчество, да, и уже потом как-то учить его планированию, дисциплине. Ну да, если творчество для себя, да, то никто тебе не указ. Да? Но если творчество для кого-то, то ты изволь выполнять эти правила, работать по правилам жизни. Хорошо, ну, не правилам бизнеса. Спасибо большое, Алексей. Да, а сейчас у нас будет сюжет. Что посмотреть на ближайших выходных? Мы, конечно же, знаем ответ. Все фильмы из данного списка есть в свободном доступе в интернете. И начнем мы с киноленты «Заплати другому», которая просто обязательна к просмотру. Несмотря на то, что картина вышла почти 20 лет назад, свою актуальность она не теряет. Фильм о том, как важно быть неравнодушным и добрым к окружающим, как это благотворно способно повлиять на жизнь человека.
После премьеры фильма многие последовали примеру главного героя. Да, задуматься такое кино точно заставит. Следующий на очереди триллер под названием «Тревожный вызов», вышедший на большие экраны в 2013 году. Фильм расскажет про оператора колл-центра, в который поступает звонок от девочки-подростка, ставшей жертвой похищения. Героине предстоит столкнуться со своими кошмарами, чтобы спасти девушку. В главных ролях всем известная Холли Берри и молодая актриса Эбигейл Бреслин. Триллер держит напряжение от начала и до самого конца, поэтому любителей данного жанра он не разочарует. Третий в нашем списке фильм «Жизнь» или что-то вроде того. Это комедия, которая дает хорошую почву для размышлений о судьбе человека. В один день молодая журналистка узнает, что ее жизнь спустя время очень круто изменится и совсем в нехорошую сторону. Тут начинается самое интересное. История буквально расцветает и оживляется во многом за счет великолепной игры и исполнительницы главной роли Анджелины Джоли. А в 1968 году страна увидела замечательную мелодраму «Три тополя на Плющихе». Здесь гармонично сочетаются все детали, из которых состоит первоклассное кино. Это и игра актеров, и звуковое решение, и музыкальное решение, и режиссерская концепция, и техническая сторона. Тут все выполнено на 5 с плюсом. «Три тополя на Плющихе» — кино, берущее в плен, обезоруживающее своей изящной простотой и щемящей сердце грустью. И завершает наш список мультфильм «Дом-монстр». Это мистическая история, покрытая тайной страшного заброшенного дома. Трое главных героев, любопытных детей, постоянно бросают косые взгляды на это здание. И чем же обернется им подобный интерес, узнаете, если посмотрите этот мультик. На этом все. Отличных выходных! Я думаю, благодаря этому сюжету у многих наших телезрителей не возникнет вопросов, что же посмотреть в выходные. А далее мы продолжаем нашу тему. Когда ребенок начинает заниматься спортом, да, в его жизни одним из важных людей, кроме родителей, становится его тренер. И сегодня у нас в гостях тренер хоккейного клуба «Полярные волки» Денис Чудинов. Денис, здравствуйте. Давайте мы пройдем сразу за стойку. И первое, что я хочу у вас узнать, это насколько вы строгий тренер. Ну, как сказать, я думаю, что один из самых. У нас в школе у меня как бы такая дисциплина достаточно жесткая. Вот. Ну, вот так вот. Ну вот я знаю, что ваша команда стала победителем, да, дальневосточного турнира. И хочется узнать, да, как вы добиваетесь таких результатов? Ну, это тренировки, прежде всего. Большая доля успеха — это усердные тренировки, да. Ну, и, конечно, именно с этим набором, именно хоккейный бог почему-то пока что ту-ту-ту на нашей стороне. Нам где-то везет, что-то чуть-чуть фартит, как бы этот фарт есть. Вот. Это очень хорошо, удача пока на нашей стороне. Вот. Дальневосточный турнир мы выиграли, также потом при помощи нашего главы мы выбрались в город Старый Оскол на кубок КМАП-ЖС, заняли там почетное 3-е место. Опять же, удача нас не обошла стороной. В последний день команду одну сняли за подставного ребенка. И вот в последний день мы вышли на 3-е место. На 3-е место, да. И у вас, получается, занимаются мальчишки 2011 года рождения. Да, им сейчас всем по 8 лет. Да, у нас на базе 31-й школы сделан спорткласс. То есть все ребята, всей команды учатся в одном классе. После занятий их забирает автобус, привозит на тренировку. То есть все вместе, всегда вместе. То есть и походы в кино, и выезды на природу. То есть всегда вместе. И получается, вот, ну, и клуб спортивный, да, родители создали детям такие условия, чтобы они могли и учиться, и спокойно вот тренироваться, да? Так, и в чем, вот еще интересно, какую позицию должен правильно занимать родитель? Это такой очень обширный вопрос, Да. постараюсь покороче на него ответить. Когда родитель постоянно на тренировках что-то объясняет, это плохо. Когда родитель уходит, там, пьет кофе, да, ему оставляют ребенка, это тоже плохо.
золотая середина. То есть родитель присутствует на тренировках, при этом, так же, как и ребенок, обучается, вникает. Ну, родитель в силу возраста гораздо быстрее понимает. И уже дома объясняет на доступном ребенке языке, что и как делать. Тогда получается то, что вот ситуация, когда я привезла ребенка, тут же бежала по своим делам, это неправильно. Но, опять же, в зависимости, вот, обстоятельства разные. Работа у вас, да, там, дела какие-то срочные. Опять же, я же не говорю, что это... Есть дети, которые одаренные, которые все схватывают. Некоторым нужно помогать. Да, ну вот насчет одаренных детей, да. Конечно, каждый родитель думает, то, что его ребенок, ну, такой самый особенный, самый талантливый, да, самый спортивный. И вот если вы видите то, что у ребенка, ну, талант его не в хоккее, например, но его мама думает по-другому. Как вы вот эту вот ситуацию грамотно разрешаете? Для каждого родителя ребенок, он особенный. Он лучше, то есть неоднократно с этим сталкивались. Опять же, показатель — это его статистические данные, то есть сколько он отдает передач, как он играет, сколько он проводит времени на льду. То есть это все отображается. То есть по игре, то есть даже, ну, объективное мнение можно спрашивать у других тренеров, ну, у других родителей, которые могут не с субъективной точки зрения посмотреть на это и уже как-то оценить. То есть, ну, прежде всего, нужно, чтобы родитель доверял тренеру. Это очень важно. И вот сейчас нам повезло, да, потому что сейчас я раскрою секрет. У Дениса ребенок тоже хоккеист. И сейчас мы узнали вас как тренера, а сейчас я хочу задать вам вопросы как именно родителя. Да? У меня ребенок, он полностью подражает мне. То есть, подражает? Да, то есть я своего рода как бы для него кумир. То есть он смотрит, что я смотрю, как я одеваюсь, как я играю в хоккей. Да. Он полностью мне подражает. То есть я своим примером ему показываю, мотивирую ребенка. Мотивации бывают разные. Разговор, да, то есть львиная доля идет через речь, обучение. Также можно ходить на матчи, если есть такая возможность. Также можно мотивировать ребенка материально, там, деньгами, игрушками, сладостями. Опять же, деньги идут на новую клюшку, на новые коньки. Опять же, все около хоккея должно быть. Также дома играть, постоянно играть все через игру. Ребенок лучше всего развивается в игровой форме. То есть, ну, опять же, если на хоккее у него что-то не получается, то дома малыш всегда победитель. Это всегда должно быть так. Именно нужно, вот вы перестраиваетесь, да? Да, на льду вы тренер, дома вы отец. Но опять же, я до ребенка донес, если ты будешь тренироваться хорошо, дополнительно заниматься, то ты достигнешь чего-то. Если ты не будешь этого делать, ничего не будет. То есть я веду диалог с ребенком. Если он ничего не делает, я говорю, ну, и голов не будет. Хорошо, ничего не делай, я его не заставляю. Он должен сам это понимать. То есть я ему сделал программу тренировок, он повешал на стене. Он идет мимо, увидел, оп, точно, нужно сделать отжимания или поработать с мячиком. То есть вот так вот. И я сейчас хочу задать вопрос именно как мама. Да? Если вот я начала водить ребенка на кружок, да, возможно, там, на спорт какой-нибудь, да, и он походил пару раз, и потом мне говорит: мама, мне неинтересно, мама, а мне больно, а я не пойду. Вот, и мы такие говорим: хорошо, ладно, видимо, это не твое, и уводим его. Да? Но это же вот как бы тут такая грань, когда можно, вот ты типа поддерживаешь ребенка, а с другой стороны ты воспитываешь в нем, вот знаете, вот когда ты берешься за что-то и не заканчиваешь это. Как, на ваш взгляд, с этим нужно справляться, надо с этим работать? Во-первых, должно быть желание огромное у ребенка, да, то есть вы должны это видеть, вы должны чувствовать своего ребенка, то есть где он больше проявляет интерес. Понимаете, когда мы были маленькими, мы ползали, и мы в определенный момент пошли, потому что в этот момент именно нам стало интересно, что там, нам нужно встать, и в этот момент мы пошли. Это мотивация, то есть здесь также сыграет. Если ребенку будет действительно интересно, он заинтересуется и будет этим заниматься. То есть вы должны это найти, вот эту именно штуку, которая его заинтересует. То есть это, возможно, произойдет не сейчас, через год, через два, да, но это произойдет. Вы найдете, вы ищите, главное, не сдавайтесь, потому что хоккей, настоящий хоккей начинается с 14 лет, когда ребята уже взрослые, уже появляются силы, то есть там
и в тренажерном зале они начинают, да, то есть до этого это все детский садик, начальная школа, то есть это хоккей как бы детский. Уже до этого периода, если вы поняли, что действительно ребенок любит хоккей и хочет им заниматься, то занимайтесь. До 14-13 лет вы можете пробовать разные виды спорта, потом уже найти его, истинное его предназначение. Я это понял, как вот пришел, я сразу это понял. Да. Да. А во сколько лет лучше отдавать ребенка на хоккей тогда? В данный момент мы набираем с 4 лет. Да. Я пришел на хоккей в 9. Это относительно... Сейчас это уже ветеран спорта считается. То есть это очень поздно. Хорошо. С 4 Денис, лет. большое вам спасибо за такую интересную беседу. А далее у нас будет короткая реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «Город женщин», и сегодня мы говорим о мотивации детей. И почти под конец передачи я специально пригласила опытных мам, чтобы услышать их мнение. И сейчас в студии я приглашаю Наталью Необутову и Наталью Пестрякову. Добрый день! Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня я поговорила с психологом, поговорила с творческим человеком, поговорила с тренером, да, и, ну, вы тоже слышали их мнение, и вот мне интересно, да, что считаете об этом, что думаете об этом вы? В принципе, я очень хорошо послушала вашу беседу с психологом, и, в принципе, тоже много чего как бы переняла, и разговор с тренером тоже, да. В принципе, у меня 5 детей, у меня все дети разносторонние, то есть, и, в принципе, я понимаю, что каждому ребенку нужен свой подход. Но я как бы вот насчет увлечения вот туда водить, сюда водить, да, как бы я это очень сильно не поддерживаю, потому что это, во-первых, и физические моменты, да, то есть ты как бы вот полностью должен вот все время этот. А я иду более таким легким способом, можно сказать. Я наблюдаю за ребенком до 5 лет. Потому что до 5 лет ребенок очень ярко проявляет то, что он хочет. Ну, вдруг резко может сказать, вот это вот хочу, да. Даже то, что в нашем доме как бы не было. Тоже, ну, с этим мы столкнулись, например, с моим сыном, которому 15 лет, который шахматы занимается. Он в 5 лет резко, ну, как до 5 лет он резко говорил, как бы, вдруг ходит, я хочу играть в шахматы. У нас дома даже шахмат не было. Я такая думаю, да, ну интересно. Потом как бы повели его, ну сказали, 7 лет их берем, ну в то время так было, да, как бы. И вот в 7 лет мы его привели в шахматы, и вот он до сих пор 10 лет уже посвятил этим видам спорта. То есть, и в принципе мы как бы включаем вот эти вот спорт, легкую атлетику, что-то такого плана. Третья дочка, как бы средний ребенок, да, тоже говорил до 5 лет. Ходил и пел Нина балерина, да. Ну, как бы я смотрела на нее, говорю, ну, как бы особого дара как бы у нас нет. И в кого она может быть балериной? Но в 1 классе я ее отвела в театральную студию при балетной школе. Потом во 2 классе она прошла отбор, поступила и сейчас вот как бы учится, ну, в принципе, достаточно хорошо, я считаю. Ну и 2-6 класс как бы в балетной школе профессиональной, да, уже. И со старшей дочерью у меня тоже самая история была. Я ее повела, как бы, ну и все равно же мамочка считает, что девочка должна танцевать, красивая, как бы этот. Я ее повела в фольклорный ансамбль. Дун, как бы, там она очень хорошо начала идти, но там был очень талантливый педагог, который сказала мне, что-то Нелли каждый раз на перерыве ходит в соседний кружок. Говорю, какой? Бисероплетение. Да. То есть она очень сильно увлекалась как бы творческим процессом. Но вот мы до 9 класса полностью занимались фольклорным, и где-то 7 класса совместили как бы творческий процесс, вот архитектурный ходила. И сейчас она выбрала свою профессию именно в творческом процессе. То есть это все очень сильно проявляется в детстве. И я вот как бы наблюдаю вот за этим и, соответственно, туда и направляю. То есть в это время, конечно, у них бывает, ой, хочу туда, да. Но чувствуя ребенка, вот так мягко направляешь, как бы, да, и беседуешь. Ну, зачем тебе вот это? Ну, хочешь, попробуй, да, как бы. Но я понимаю, что они вот, когда понимают, что они хотят, они все равно сами идут туда. И успех бывает только в том случае, если они сами мотивированы и сами действительно этого хотят. Ну, то есть, как мое мнение такое. Хорошо. Вот сейчас я хочу немножко предысторию рассказать, да. Наталья Леонидовна – это мама моего одноклассника, да, который уже сейчас уже заслуженный артист республики. И вот хочется узнать, а как вы мотивируете своих сыновей?
У меня два сына, они погодки, ходили в одну группу в детском саду и, соответственно, в школу в один класс до определенного периода. И в детском саду у нас была школа Ховарда, где они занимались с носителем языка, с американцем, английский язык хорошо изучали. И одновременно я однажды увидела, что мой старший сын Павел в течение 40 минут танцует беспрерывно под музыку. И я тем самым поняла, что, видимо, это его жизнь будет. А следующий сын, второй, они у меня погодки, как-то пошел по спорту. Мы его отдали в бокс. Сейчас вот один заслуженный артист республики, а другой у нас врач-кардиолог, работает в другом городе, в Подмосковье, заканчивает аспирантуру, заканчивает написание диссертации, скоро у него защита. У всех свои семьи, у одного 2 детей, у другого тоже дочка. И внука они точно так же мотивируют на то, чтобы он занимался тем, чем хочет. Родители всегда видят, я здесь с мамой, с Наташей согласна, что не надо во все стороны. Может быть и нужно, но мы сами увидим потом, где ребенок скажет: нет, сюда не хочу, а только вот сюда. И тем самым вы поймете, что вот именно только это его жизнь. У нас было так. Хорошо, вот интересно, да? Один сын творческий, другой больше интересуется наукой. А подход к ним был какой? Одинаковый? Подход, знаете, вот мотивация, я бы сказала так, это равенство воспитания. У каждого у нас были свои обязанности. И я в течение 15 лет вообще не прикасалась к домашнему быту. У всех было свое расписание. Они обязаны были убирать квартиру, приготовить ужин, погулять с собакой. Я, уезжая в командировки, приезжала, и все знали, что должно где лежать перед моим приходом. Поэтому обязанности и свой пример. Свой пример. У нас дедушка отвечал за трудовое воспитание с бабушкой, бабушка за любовь, мама за образование, папа за труд. И он, когда мы жили на даче, он писал нам наряды. Уходил утром на работу, мы вставали и видели: Паше это нужно сделать, Коле нужно сделать это. Понимаете, ребенке нужно воспитывать 3 слова: надо, можно и нельзя. Обязан, ты обязан быть человеком хорошим. А вот надо трудиться, чтобы достичь. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Это труд. И в детский сад ходить — это тоже труд. Ну вот очень интересно, да, видите, вот то, что у всех свое мнение, да? А как вы считаете, нужно помогать вот, раскрываться ребенку? Постоянно его хвалить? Или наоборот, бывает же то, что нет, перехвалим, не будем ничего вот, ему такого хорошего говорить. Вот какой позиции вы придерживались воспитания? Ну, первый ребенок, конечно, был у нас воспитан каких-то вот, скорее всего, самых лучших традиций от запретов, да, то есть я потом вот это очень сильно почувствовала и поняла, что девочек надо хвалить всегда. Девочек. А мальчиков надо хвалить, но прививать им ответственность. Ответственность за то, что они делают. Потому что они будущие мужья, они будущие отцы, они будущие, вот как бы должны содержать свою семью. Как бы, вот. И мы с детства должны им прививать ответственность. То есть хвалить обязательно. То есть, ну, самое главное, что ребенок должен чувствовать за то, что он это делает не по принципу хорошо, да, то есть вот как бы так, а потому что он этого хочет, и вот он как бы для себя решил, что он это сделает. То есть вот этот принцип для меня очень важен, но за то, что он сделал хорошо для себя, тоже надо хвалить. То есть вот как бы мое отношение, вот воспитание девочек, воспитание мальчиков сейчас на данном этапе очень сильно отличается. Младший мальчик у нас 3 года, и в принципе мы идем тоже по этому же пути. И я вижу, как это воспитание, которое вот хвалишь, как прививаешь ответственность, то есть и они понимают: ой, давай вот это я сам сделаю, ой, давай вот это вот я сам сделаю, да, то есть вот это вот прививается благодаря тому, что прививается ответственность. Мое мнение такое. Хорошо, Наталья, что считаете? Нужно
и ругать, и хвалить, и поддерживать, но при этом всегда говорить: вот ты здесь не прав, но я тебя очень люблю, но ты должен сделать по-другому, подумай, как это надо. В зоне своего развития должен ребенок быть первым. Лучше себя, а не лучше. Конечно, нужно тянуться и к каким-то идеалам. У каждого моего сына есть свои идеалы. Но если он понимает, что он никогда таким не будет, тогда он должен не то что изменить мечту, а он должен по своему уровню для себя определить, что он может сделать. Мы хвалили, мы никогда не говорили, что ты должен быть лучше других. Нет, такого не бывает. И если всегда хвалить тех же самых девочек, им очень будет трудно в жизни, потому что в жизни-то не всегда нас хвалят, а мы привыкли только к этому. Ну, может быть, мама, конечно, она и должна только это делать, но здесь очень тонкая грань. К социуму мы должны готовить и мальчиков, и девочек. И здесь вот у меня, вот как вот для девочек, вот это вот опасность, если вот всегда только хвалить. Вот еще есть такой момент, да, сейчас очень много детских соревнований, да, каких-то детских олимпиад, и зачастую бывает так, что родитель хвалит ребенка, там, радуется, если он только занимает первое место, получает золотую медаль, ну или только на пятерке учится, да. Вы как вы думаете, нужно ли требовать от детей каких-то постоянно отличных результатов? В этом отношении у нас никогда не было проблем, потому что я к оценкам отношусь вообще абсолютно субъективно. То есть я никогда не ругаю за оценки. И даже если ребенок, если ребенок вдруг утром встает и говорит: я не хочу в школу сегодня. Я говорю: ну хорошо. То есть я как бы такой родитель. Но несмотря на это, у меня дочка старшая закончила как бы только с 2 четверками, ну как бы вот сама себя мотивировала. Сын у меня встает сейчас в 5 утра для того, чтобы успеть позаниматься спортом, позаниматься шахматами, какие-то уроки повторить, да. То есть это его собственная мотивация. Но и дочь, как бы, которая сейчас тоже 1 класс пошла, вот у нее мотивации чуть-чуть не хватает, но я понимаю, что заставлять ее ходить куда-то, что-то делать, это наоборот, вот она потом будет говорить: ой, я не хотела, что-то такого. Она тоже может сказать мне спокойно: я сегодня в школу не хочу. Я говорю. А ваше мнение? Нужно, что нужно? Ну, нужно добиваться постоянно. Нет. Вот модное слово достигаторство. Применимо ли оно в зоне своего развития? В зоне своего развития. Если ты способен это сделать, и ты знаешь, что твои физические, физиологические способности соответствуют этому, тогда можно. Ну а если вот у тебя вот в балете нет прыжка, так ты выше-то не прыгнешь этого. Понимаете? Да. Вот, поэтому, а что касается других каких-то профессий, ну, естественно, хочешь добиться, больше читай, больше езди на конференции, больше общайся вот с такими людьми, с которых ты можешь взять пример. То есть вы мотивируете на развитие? Абсолютно. Но чтобы обязательно было 1 место, нет. Я все время говорю, когда уходил ребенок на соревнования: проиграешь ты, не проиграешь, я тебя все равно люблю. Ты у меня самый любимый. Другой уезжал на конкурсы, выиграешь ты, проиграешь, станешь дипломантом, лауреатом, я тебя люблю. Ну вот, нужно говорить детям, что мы их любим. С вами была передача «Город женщин». До новых встреч!